Здравствуйте. Итоги выступления уфимской команды «Уфа-Алиса» в женском чемпионате Российской Суперлиги будем подводить сегодня. И я представляю гостю в студии. Это Айрат Раисович Сакаев, директор гандбольного клуба «Уфа-Алиса». Здравствуйте. Здравствуйте. Айрат Раисович, уже можно подводить итоги сезона. Каковы они? Все-таки это первый, скажем так, дебютное возвращение в Суперлигу. Каким оно было? Да, Алиса вернулась в элиту гандбола после 6-летнего перерыва. Честно говоря, я считаю, у нас результат удовлетворительный. Да, мы не попали в первую восьмерку плей-офф, но то, что мы сейчас будем играть за 9-11 места, я думаю, что те команды, которые с нами сейчас будут играть, эти команды уже опытные, которые уже играли. И именно то, что вот именно количество очков у нас у всех равное, по 8 очков у каждой команды. Да, в конце, вот именно в последних турах наша команда 3 победы и догнали. Обидно, конечно, то, что вот мы вот в середине сезона с этими командами, играя дома, получилось то, что играли без лидеров. И там лидеры получили травмы. Вот из-за этого то, что вот мы немножко, наверное, скорее всего, здесь вот такие обидные были поражения. Ну и, как сказать, с более сильными соперниками наша команда с каждой игрой все лучше и лучше проигрывает то в мяч, то в два. Это было просто видно было на площадке. Даже такие проигрыши нравились зрителям, нравились поклонникам гандбола. И девчонкам было приятно такие, как сказать, игры осуществлять в настоящем времени. Вы знаете, за что я люблю женский гандбольный клуб «Уфа-Алиса»? Не за то, что он женский, да, у нас женского спорта сейчас очень мало, да, именно клубов, нет, а за то, что, во-первых, вы базируетесь в микрорайоне Сипайлово, да, где фактически не так много спорта, это первое, а второе, за то, что у вас очень много именно наших воспитанниц, это вот наши девочки, которые растут здесь, да, приходят с самых малых лет, болеют, смотрят на команду мастеров, потом мечтают в нее попасть. Получается, вот в этом сезоне в Суперлиге у нас все-таки основной костяк остался прежним. Я правильно понимаю? Да, та команда, которая в том году стала чемпионом России среди команд высшей лиги, самое, что ведь интересно, это была ведь школьная команда, понимаете, это была школьная команда, которая играла в высшей лиге против клубных команд. И это, наверное, мне кажется, в истории как бы российского гандбола это очень редкий случай, когда школьные команды выигрывают клубные команды, именно профессиональные команды, и выходят. Я думаю, что да, здесь девчушки, это был костяк, и полностью, естественно, составил именно коренные девчонки. И эти сейчас девчонки, практически все, они играют именно в Суперлиге. Ну, конечно, Сипайлово, это, как сказать, центр, как бы, где у нас базируется наша спортивная школа. Да, приходят малыши, приходят девчушки, которые записываются и, естественно, со временем растут, крепнут, попадают. И сейчас я думаю, что вот такая мечта, конечно, чтобы эти девчонки прошли детский гандбол, прошли, как, значит, естественно, сейчас вот команда дубля со следующего года у нас должна быть, со следующего года, да, дубль. Ну и, естественно, попасть уже в Суперлигу. То есть у вас выстраивается вот та схема, та пирамида, это именно снизу вверх, для того, чтобы воспитывать своих игроков. Я правильно понимаю? Да, конечно, вот такая вот, у меня у самого такая цель-задача, чтобы именно вот как можно больше было девчонок местных. То есть создается именно вот такой вот клуб со своей пирамидой, с инфраструктурой, появляется некая системность. Да. Вот в чем она заключается, новшество, как изменился клуб в этом сезоне? Есть какие-то вот коренные изменения, отличия от предыдущих, может быть, лет? Да, когда вот, значит, мы были еще вот в те годы, значит, мы были вот в Суперлиге, у нас практически вот последний год, там практически своих игроков было очень мало. Вот, да, обидно, что у нас многие девчушки уехали в другие клубы, более сильные. Ну, как сказать, на ошибках учимся. И то, что вот мы сейчас хотим, чтобы вот именно наша школа работала для того, чтобы как можно больше воспитывать своих девчушек, не работать на другие регионы, а именно работать на нашу главную команду. А удастся нам воспитать именно игроков уровня Суперлиги, уровня дубля хотя бы? Потому что нужны тренерские кадры, и опыт должен быть. Есть ли у нас такой потенциал? Ну, мы же уже воспитали. У нас вот сейчас многие воспитанники наши играют в таких суперклубах, как сказать, и играют в сборной России, которые, знаешь, уже
они кандидаты в сборную, значит, России, которые поедут на Олимпиаду в Рио-де-Жанейро. Просто... А кто это, имена? Это Ксения Макеева, это, значит, Желинская-то Виктория, там еще, допустим, Желинская-то Яна, хотя они как бы кандидаты, но Макеева, скорее всего, будет точно в сборной. Вот. Это чисто девочка из Сипайлова, как сказать, которая жила в Глумилино, значит, там тренер Усков Олег Викторович как бы первый, значит, потом она, естественно, перешла уже в саму уже школу. Ну, наша воспитанница. И какое-то время она, естественно, была здесь, потом уехала уже в Волгоград. И сейчас она уже играет в Ростове, я считаю, это в топ-клубе. Вот. Была и за границей играла. А думаю, что у нас тренерский состав, мы об этом, естественно, думаем, что у нас же, во-первых, тренеры тоже растут. Потому что с каждым годом они улучшают свой профессионализм. Естественно, у нас то, что вот у детского спорта у нас мало соревнований, но стараются у нас, естественно, вот, работая с родителями, эти тренеры, они, конечно, как сказать, вот, это фанаты как бы, вот, это, вот, именно своего дела. То, что, я думаю, что у нас будет в будущем. Да, кого-то, может быть, мы и пригласим со временем, но это будет лучше, чтобы были свои, все равно. И, естественно, волнует состав команды. И в этом году он очень долго собирался, до игроков подписывали, договаривались. Я понимаю, что селекционная работа очень сложная, кропотливая. А каким будет состав команды? Уже есть наверняка задумки на следующий сезон? Честно говоря, вот хочется, чтобы этот состав, который сейчас на данный момент есть, значит, у нас вот практически пока один игрок, который нас покидает, уже как бы точно, уже как бы уже был такой разговор, с остальными, ну то, что уже многие же контракты подписали, практически до 2019 года уже подписаны. У кого до 2018 года, значит, в большей степени. Вот. Есть некоторые вопросы как бы с некоторыми игроками, но это очень маленький, мизерный такой, значит, такое количество. Но будем работать. Думаю, то, что мы вот сейчас в мае, уже в июне, мы вопрос этот уже решим. И уже в июле уже будет, соответственно, конкретно уже будет вот этот состав, уже он придет на первый сбор. Соберемся мы в Уфе и уже начнем тренироваться. Думаю, что там уже состав уже будет. Потому что только вчера на эту тему мы разговаривали с тренерским составом, то, что что-то так не получилось, то, что у нас в июле, в августе, а потом у нас в течение сезона были игроки. Вот. А то, что вот этот сейчас, который состав существует, он практически у нас уже будет. Как будете привлекать Сохраним. болельщиков? Все-таки у нас есть, получается, команда, клуб уровня Суперлиги, женский гандбольный клуб. Как думаете, хватает болельщиков или все-таки еще больше бы привлекли? Да, конечно, хочется больше. Даже вот на последней домашней игре, когда мы играли с Ижевским университетом, вы знаете, честно говоря, зал был переполнен. Была забита вся трибуна, и люди стояли, смотрели стоя. Где-то было, наверное, где-то около 500 человек. Да, если зал бы, конечно, был бы больше, и, как бы, мне кажется, он был бы заполнен. Да, не хватает залов, нет таких, как сказать, трибун, чтобы хочется, конечно, чтобы еще больше их приходило. Работаем, значит, через сайт, работаем через прессу, через СМИ, работаем, естественно, приглашаем. Даже сейчас вот пошли звонки от родителей, звонят в школу, значит, спрашивают, когда можно прийти записаться, с какого возраста можно начать уже, допустим, заниматься гандболом. Вот, именно звонят родители и спрашивают. Интересно, конечно, и приятно это слышать. Вы знаете, поступают звонки не только вам, но еще и в нашу редакцию, и на наш мессенджер в WhatsApp тоже пришли некоторые вопросы. Вот один из них расскажу. Вот зрители интересуются. Несмотря на то, что все внимание и силы сконцентрированы на концовке сезона, но если заглянуть в будущее, уже заглядывают в будущее зрители, а именно в межсезонье, как оно будет проходить и планируется ли проведение домашнего межсезонного турнира? Вообще у нас, вот так мы планируем, то, что у нас команда в июле мы собираемся, начинаем мы в городе Уфе, потом мы хотели сделать выезд, где в том году мы проводили вот первый раз такой сбор, очень хороший мы провели на Черном море, это там поселок Тамань, хорошие были условия, были и площадки, был бассейн, было море, как сказать, песок мелкий, где вот именно мы хорошо поработали. А вообще в будущем, конечно, у нас, мы хотим в августе, может быть, не в этом году, на следующем. А мы хотим провести, как бы тоже вот сделать такой предсезонный турнир, приглашая где-то 3-4 команды Суперлиги и, допустим, даже вот, может быть, посвятить. Вот мы сейчас вот сделали детский турнир памяти Лютерова Евгения Сергеевича, первый всероссийский турнир детский. Хотелось бы то, что все-таки человек работал как бы вместе со мной в паре с командой высшей лиги, и у него тоже, как сказать, очень много прошло через него воспитанников. Хотелось бы то, что сделать с командами Суперлиги, такой же турнир памяти Евгения Сергеевича.
Знаете, Айрат Раисович, я всегда вам удивляюсь, и мне очень нравится с вами общаться. Почему? Потому что вы так полны энтузиазма. 6 лет назад вы вылетели из Суперлиги, но ничего, может быть, причем не вылетели, по финансовым вопросам ушли, да? Какое-то время перетерпели, были непростые времена. Сейчас снова вернулись в Суперлигу, и знаете, вот так вот скребетесь. Вот откуда вы берете силы? Да не знаю. Работа такая у нас. Ну, люблю я свою профессию, люблю гандбол. И как-то вот, честно говоря, ведь жизнь, она в спорте такая должна быть, мне кажется, долгая и яркая. Ну, живу я этим. Естественно, что помогает семья, дети, дочь даже вот у меня, вот, считай, в команде. И жена сама тоже прошла это, играла в команде Суперлиги. Сейчас работает тренером. Вот. Мальчишка тоже, как вот сейчас родился, вот, тоже радует. Ну, соответственно, все вместе практически находимся на работе. Все И вместе. я действительно под этими словами подписываюсь, потому что у Айрата Раисовича в команде есть правая рука. Это не только жена, еще и Алиса. Я всегда удивляюсь ее вот харизме, ее желанию играть. Сейчас вот, к сожалению, в этом сезоне из-за травмы не получилось проявить себя. Но, тем не менее, расскажите, я уверена, что Алиса участвует в жизни команды. Да, она, конечно, она сейчас вот даже приступила уже к тренировкам. До этого она как бы на тренировки приходила, потому что заниматься было ей нельзя. Она занималась у реабилитолога после операции. Сейчас она уже, как сказать, уже занимается самостоятельно, приходит на тренировочный процесс, как бы из команды. Она же, во-первых, еще как капитан команды. Вот, и как бы там с девчонками, все там они общаются, как бы сказать, здесь решает многие как бы вопросы в этом плане. Мне приятно, что, как сказать, человек профессионал, которому не надо что говорить. Она работает именно по, значит, инструкциям тренера по реабилитации. Приходит, работает с ним и еще работает отдельно уже здесь в спортзале. Ну и давайте пригласим наших телезрителей на матчи, потому что сегодня игра в пятницу, да, вот буквально через несколько минут начнется, и в воскресенье состоятся матчи. Вот расскажите, что это за матчи, во сколько, где они начинаются, чтобы люди знали, куда можно прийти и поддержать команду. Сегодня у нас состоится у нашей команды первая игра. Играем мы сегодня с АГО Адаив Майкоп. В 18 часов ровно по адресу Гагарина 24, дробь 3 на базе детской спортивной школы СШОР номер 15 Алиса. И в воскресенье. И, да, игра у нас вторая, через день мы играем в воскресенье в 12 часов. Там же уже играем с командой Ставрополь. Поэтому... Да. Пожалуйста, приходите на гандбол, болейте за Уфа-Алису, и я вас не стану задерживать, потому что с минуты на минуту начинается игра. Спасибо вам большое, что вы пришли к нам на эфир. Спасибо вам большое. Спасибо. Мы желаем вам побед, желаем успехов и, надеюсь, еще не раз увидимся. А я напомню, что сегодня о женском гандболе мы говорили с руководителем уфимского клуба Уфа-Алиса с Айратом Сакаевым. Спасибо, что были с нами, любите спорт и будьте здоровы!